Грузия – древнейшая, свободолюбивая солнечная страна с удивительным колоритом, пьянящим воздухом и восхитительной кухней. Эта страна издавна знаменита своим историческим наследием, прекрасными виноградниками и кавказским гостеприимством. В Ингушетии проживает немало грузинских семей, которые переехали сюда в 1994 году из-за экономических проблем. В эти годы переселилась и семья руководителя грузинской общины Манана Гавардашвили. Ее муж Зозу сначала приехал в республику один, чтобы обустроиться, найти работу и жилье. Спустя год Манана приехала к мужу, а дети семьи Гавардашвили фактически являются жителями республики и без тени сомнения называют Ингушетию своей родиной. Для всех, когда тяжелое время было, это 90-е годы. Вот в то время мы приехали сюда жить. Ну, мы сперва временно приехали, а потом уже нам здесь понравилось, потому что у нас и обычаи, и люди вот очень теплые были, очень большое сходство между ингушей, грузинов, это все знают. И вот так остались вот здесь. Сперва вроде временно, а потом уже до сегодняшнего дня моя семья здесь живет. Я приехала сюда в 2012 году, когда моя родная сестра и зять попали в аварию, чтобы ухаживать за ним. И я до сих пор, как видите, здесь нахожусь, потому что мне здесь очень нравится. Здесь очень добрые люди живут, и они очень дружные такие, очень хорошие. И поэтому осталось вот у вас. Отношения с соседями у грузин можно назвать образцом дружбы и взаимопомощи. Семья Котеевых и Плиевых были соседями Гавардашвили первые 10 лет их проживания в Ингушетии. Но даже спустя столько времени, и несмотря на переезды, не проходит недели, чтобы они не навещали друг друга. У нас отличные отношения с соседями. Они вот к нам приходят, мы к ним ходим. Правда, в этом доме мы вот недавно, благодаря президенту, это жилье получили, но где мы жили, вот всегда вот хорошие отношения. Здесь более-менее еще не так сильно хорошо познакомились с соседями. А в других местах, когда мы жили, всегда отличные отношения. Вот они всегда заходили, всегда спрашивали, если что надо, не стесняйтесь. Когда мы сюда переехали, вот перебрались сюда, да, вот, и здесь соседи зашли. Если что вам надо, если что, не стесняйтесь, говорите, вот так вот. Очень хорошие соседи. Ну, ингуши наши братья всегда были, и, надеюсь, дальше тоже будут. Мы живем 15 лет рядом, дружим, уважаем, ходим друг к другу на чаепитие, и все у нас, и радости и горести, все проходит рядом, вместе. Так что мы очень дружно живем. У нас никогда не было конфликтов, мы наоборот жили одной семьей. Всегда старались друг другу помогать, выручать друг друга. Поэтому у меня в воспоминаниях плохого об этой семье ничего я не могу сказать. Как соседка, как подруга этой семьи. Наоборот, если у меня что-то там надо сделать, я всегда приглашаю мужа Мананы, Зазу. Он помогает, бежит первый на помощь. И мы очень довольны. Не только мне, вообще всем, кто живет в округе. Вот. Поэтому я очень благодарна, что у меня по соседству живут такие люди. Их встречи сопровождаются не просто общением, они насыщены застольными песнями и танцами. В семье Мананы 2 сына-танцора, один из которых выступал в известном ингушском ансамбле «Сунджи».
Старший сын с детства, с малых лет танцевал сперва в Карабулакском ансамбле, а потом уже в Сунже. Он танцевал, вот ансамбль Сунже. И он был их главным солистом. Он неоднократно выступал в разных фестивалях, разных концертах вот от имени Ингушетии. Младший тоже танцевал в ансамбле Сунже, правда. Но сейчас почему-то он сам так решил, что пока не танцует там. А так он не хуже его танцует. В каждом танце отражается жизнь народа, в котором он зародился, и таким образом является своего рода уникальным культурным творчеством. Грузинские народные танцы не слишком известны в мире, но их великолепие и красота не забудутся тем, кто их видел. Множество раз их танцевальные ансамбли зачаровывали мир своей красотой, роскошными костюмами, гармоничным сочетанием истории и искусства. Грузинские народные танцы доставляют огромное удовольствие не только зрителю, но и самому танцору. Они сложны и разнообразны. Каждый танец имеет свои приемы и особенности. Помимо национальных танцев, в Грузии много интересных обычаев. В частности, свадебные обряды, которые подчеркивают уникальность грузинской традиции. Питье вина из рога – это один из ярких и примечательных обычаев, проходящий на грузинской свадебной церемонии. У нас в Грузии такой обычай, когда бывает свадьба, день рождения, такой красивый день, необычный. Все время тамада, который тост говорит, давай необыкновенная посуда, и на эту посуду они пьют вино. Например, вот эта посуда сделают, в горах бывает дикий торг, а у него на голове держит рога, от этого рога сделают рог. И потом наливают вино, когда это полный, не сможет, кому вы отдаете на руках, он не сможет положить, пока не будет петь. Тогда до конца будет петь, потом уже сможет опять наливать и другие человеку отдать. Или уже желания никому нету петь, потом уже можно положить. Ну, наши обычаи и ингушские обычаи все спадают друг к другу, кроме этого. А вот национальная грузинская кухня – это тема, уже требующая отдельного повествования. Она всегда являлась кладезем сочетания различных приправ, что придавало основным блюдам и соусам особенно вкус и аромат. Многие из рецептов приготовления знаменитых теперь уже соусов, таких как сацабели, ткемали, передавались у них из поколения в поколение. В этой национальной кухне умело используют не только травяные приправы, но и различные сорта орехов – фундук, миндаль и, конечно же, грецкий орех, без которого немыслим грузинский стол. Огромное значение в грузинском застолье придается как качеству, так и обилию блюд. Грузинская кухня – это кухня, которая очень много разные блюда входит. Но почему-то грузины мы всегда любим все еду добавлять везде грецкие орехи. Есть сацивы, есть салаты разные именно с орехами, есть чакапули, который с мясом делается, там много зелени, грузины еще зелень сильно любят, и везде зелень добавляем. Есть хачапури, много-много блюд. Кухня у нас очень богатая. Бывает, мы готовим чахохбили, курица, сацивы, еще что я скажу, салат разные, такой необыкновенный, хачапури по-грузински, хинкали, шашлыки, это вообще баранина сыр, у нас очень почетный баранина сыр,
джонджоли. Вот это как-то вот такой, или свадьба, или Новый год, это все время мы так готовим. Кулинарное творчество не единственное культурное богатство грузин. Например, приоритетом в сельском хозяйстве в Грузии принято считать земледелие. Здесь широко распространено пчеловодство и шелководство, но особо грузины славятся искусством виноделия, в чем являются непревзойденными мастерами. Видимо, настроение для работы создавалось благодаря атмосфере, сопровождающей время сбора винограда. Вместе с тем, представители грузинской общины, проживающие на территории республики, заняты в различных сферах деятельности, будь то государственная служба или частное предпринимательство. В числе многих Зураб Майсурадзе уехал с Грузии в 1994 году. Сегодня он является технологом завода «Харс Продукт». В 2003 году в нашей республике был открыт завод по производству лимонада под названием «Харс Продукт». Руководителями в этом заводе являются Харсиев Макшарип и Зураб Майсурадзе. Безалкогольный напиток, который производится в этом заводе, называется шевардени. На сегодняшний день Зураб вместе с Макшарипом Харсиевым успешно продолжает свое дело для дальнейшего улучшения своей продукции. Руководители завода заключили договор с известной грузинской фирмой «Шевардени». В Грузии есть такой город Телавы, и там есть очень такая знаменитая фирма «Шевардени». Мы с ними заключили договор, и они подставляют нас все для изготовления нашего продукции и то же самое и технологию. Мы сотрудничаем с ними, и в данный момент то, что продается в Грузии, хорошие лимонады, так называемые, то же самое, и наш лимонад ничем не отличается, даже если не лучше, даже не хуже его. Остальное, они снабжают нас во всем, в чем нам нуждаются. Естественно, сахар покупаем здесь. Бутылки у нас с Краснодаром заключен договор, оттуда у нас подставка. А все, что внутри находится в бутылке, все это чисто грузинская технология. И все подставка из Грузии. Фирма «Шевардени». Технология производства газированного напитка не заканчивается на рецептурном составе. Особое внимание уделяется изготовлению тары. У нас заключен договор в Владикавказе, который нас снабжает преформами. Преформа называется вот это пластмасс. И с преформы продуваются вот эти бутылки, которые вы только что смотрели, как они продуваются. После того оттуда переносим его сюда, и идет уже розлив. Вот это у нас дозатор. Он заходит в дозаторы, заливается сироп. Выходя уже отсюда, он заходит, где доливается у него газированная вода, и они перемешиваются. После этого выходит. Вот есть уже закрутка, которая уже с пробкой закручивается. Выходит потом он на этикетировочном станке, который по кругу делает этикет. И после этого он уже идет на упаковочном станке, где работают уже люди, упаковывают его и отсюда уже выносят на склады. А со склада уже распределяется по магазинам. Большим подспорьем в работе является наличие дружного, сплоченного, а самое главное многонационального коллектива, о чем с радостью поделилась работница завода Эсет Аушева. Я уже работаю давно, здесь 10 лет. У нас очень хороший коллектив. У нас многие грузины работают с нами, несколько именно ингуши вместе. У нас отношения очень хорошие. И сейчас началась технология, нас начала выпускать шевардени, уже другая вода. У нас очень хорошая зарплата, повысили нам зарплату. Мы довольны этой. Отношения у нас с грузинами очень хорошо, они у нас относятся очень хорошо, как братья наши.
Еще одним ярким представителем грузинской общины является Дариджан Гагидзе. Дариджан – уроженка Ахмедовского района. Она является основателем грузинской общины и руководителем с 1994 по 2005 годы. Сегодня Дариджан работает врачом-хирургом и состоит в военно-врачебной комиссии Ингушетии. Самое тяжелое время для Ингушетии и для меня тоже в 1994 году. Устроилась я на работу в республиканскую станцию скорой медицинской помощи въездным врачом в 1994 году. Хотя у ингушей тоже было самое тяжелое время, когда мы сюда приехали, но тем не менее они нам открыли свое сердце, свое, дали нам возможность поработать. Так что мы очень благодарны. Не только я, не только моя семья, очень многие грузинские семьи, грузинские люди. Самое вот это тяжелое экономическое это затруднение, когда Грузия была чуть ли не на дне. Вот ингуши нам дали возможность выжить. Желание найти свое место в жизни является стимулом для получения образования и дальнейшего развития личности. Ученица лицея города Назрани Этери Касешвили проявляет себя в лучших качествах. Победительница школьных и городских олимпиад Этери уделяет внимание не только наукам, но и ингушской культуре. Несмотря на то, что она по национальности грузинка, она учит и родной язык наш, ингушский. Я знаю, что она знает несколько стихотворений на нашем родном языке, рассказывает прекрасно. Она прекрасно танцует и ингушский танец, она показала себя очень, вот, с этой стороны хорошо. На празднике, на Новый год выступала. Очень общительная, коммуникабельная девочка. Дружит со всеми в классе. Девочки наши стараются именно с ней дружить, потому что не было никаких проблем. Вот с самого начала не было с ней проблем. Этери – это образец общности культуры, показатель того, как легко может человек принять чужую культуру, не забывая о своих предках и истоках национальности. Несмотря на трудности, которые пришлось преодолеть, члены грузинской общины едины во мнении, что Ингушетия приняла их с радушием и стала второй родиной. Мы как-то привыкли здесь, вот там находимся, уже рвемся сюда, домой. Это наш второй дом. Правда, несмотря что я там родилась, выросла, 24 года – это не маленький срок, что это, что здесь живем. И поэтому мы здесь привыкли жить. Как-то адаптироваться даже, я не представляю, как я буду там адаптироваться. А здесь уже свои, все свои. Кавказ – это одно единое целое. Поэтому, невзирая на свою национальность, на свое вероисповедение, мы должны быть вместе, жить дружно и помогать друг другу.